Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня мы вместе с вами узнаем, о чем думает ваш любимый мужчина прямо сейчас, в этот самый момент. Также всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, загадайте, пожалуйста, на мужчину, который у вас в сердце, который в вашей голове. Так и спросите, о чем ты думаешь, что сейчас происходит с тобой, с твоими чувствами, ну и, конечно, кто в твоих мыслях, либо что в твоих мыслях. Давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а здесь прям какой-то восторг, восхищение. Можно сказать, что мужчина в восторге от вас. Он вами восхищается, он вами хвастается, да, возможно, он с кем-то говорит и говорит: а вот моя любимая, моя жена, моя прекрасная леди, вот она такое сделала, она такое сказала. Прям, знаете, аж в улыбке весь плывет. У него на душе к вам прям весна, причем такая буйная, цветущая, с таким дурманящим запахом. Вы, девочки, его покорили. Что-то вы такое сделали, либо сказали, что произвело на него просто невероятное, колоссальное впечатление. И он под этим впечатлением все ходит, никак в себя прийти не может. Да, ему прям хочется кричать об этом на весь мир. Вот насколько вы его восхитили, насколько вы его поразили, насколько вы необычная, насколько он счастлив, что вы с ним рядом, либо позволяете ему находиться с собой рядом. Так, а ну-ка подумайте, что вы такое сделали, либо что вы сказали. Может быть, что-то такое одели, и он такой: о Боже, это моя женщина, спасибо тебе, Боженька, да, что так меня наградил. Подумайте, вот мне идет, что тут может отыграться и внешнее, да, внешний вид, наряд. Может быть, прическу сменили, может быть, новое платье купили, может быть, какой-то костюм. Может быть, вы что-то действительно сказали, либо чего-то добились, либо что-то такое сделали, чего уж он точно не ожидал. Прям действительно под впечатлением, таким теплым, приятным, обволакивающим. Так, еще он думает о какой-то клетке. Я не могу понять, что это за клетка, но к вам она не имеет никакого отношения. Да, скорее всего, эта клетка связана с его работой, либо делами, бизнесом. Он себя ощущает как в клетке. Хотелось бы быть рядом с вами. Привязан, скорее всего, к работе. Либо не может вырваться в этот момент, да, чтобы к вам приехать. Ну, дела, работа, куда же от этого денешься? Это жизнь. Так, еще показываю другую женщину. Это уже не вы. Это какая-то другая женщина. Эта женщина, как, знаете, похожа на пиявку. Вот все время чего-то хочет от мужчины. Либо постоянно его дергает. Может быть, это его бывшая женщина. А может быть, это женщина-родственница. Ему очень хочется, чтобы эта женщина от него отстала. Ему очень хочется, чтобы она о нем забыла. И ему очень хочется, чтобы она ни в коем случае вас не беспокоила. Да, может быть, он там деньги ей дает, либо какую-то помощь оказывает в обмен на то, что она не будет приставать к вам, да, либо не будет портить жизнь ни вам, ни ему. Вот как-то за вас он очень переживает, очень хочет не допустить того, чтобы вы с этой женщиной, ну, не знаю, встретились, либо контактировали. Да, здесь именно желание вас защитить. Еще, мои хорошие, мужчина прям в эту минуту, в эту секунду думает о каких-то цветах. Но вот все время мне идет что-то с цветами связано. Может быть, он сейчас находится в цветочном магазине, в цветочной лавке, выбирает вам букетик, да,
А может быть, он выбирает, чтобы посыльный, например, вам его доставил. В общем, цветы. Мне идут цветы, мне идет запах цветов. И мужчина вот как выбирает эти цветы, да, самые красивые, самые дорогие, да, для моей девочки, для моей любимой, да, нужно что-то прям шикарное. Так, по поводу вас хочу сказать. Вот вы как-то сильно напрягаетесь в последнее время. То ли вы мало отдыхаете, то ли вы усиленно занимаетесь спортом. А может быть, деньги такие у вас сейчас в жизни, когда вы очень много двигаетесь, да, куда-то ездите, выходите, да. Это очень много нагрузки у вас. Нагрузка, которая прям серьезная. Вам надо себя пожалеть и как-то это все минимизировать по возможности, либо больше отдыхать, может быть, даже сходить на массаж. Может быть, в спа сходить, да, потому что прям я вижу, давит. Усталость очень сильно идет. Надо себя, девочки, жалеть. Ну, хоть немножечко. Ну, кто же вас еще пожалеет, если вы сами себя не пожалеете? Хватит с фанатизмом заниматься спортом, да, немножко сбавьте обороты. Ну, либо меньше планируйте на день, да, может быть, дольше что-то делаете, но не в ущерб своему здоровью. И еще, мои хорошие, здесь показано, что вам к каким-то новостям нужно готовиться. Как будто бы птицы издалека летят. Птицы, которых либо не ждете, либо не ждете сейчас. Может быть, вы там думаете в будущем. Нет, птицы летят, и здесь прям целая, как стая птиц летит. Вот, к этому готовьтесь. Много очень ярких новостей придет. Либо письма придут, да, и так можно прочитать. Еще вас предупреждают по поводу женщины. Женщина, которая буквально путается у вас под ногами. Эта женщина, она очень многое от вас берет, перенимает, может быть, даже копирует вас. Такое впечатление, что она хочет стать вами. И при этом, не знаю, то ли место ваше занять, допустим, на работе, то ли место ваше занять рядом с этим мужчиной. Но эта женщина именно с вашей стороны. То есть, скорее всего, либо какая-то подруга, ну, либо даже, возможно, родственница. Вот поаккуратнее будьте с этой женщиной. У нее очень нехорошее намерение. И, возможно, она даже, вот вы замечали, там, одеваться, как вы стали, таким же парфюмом пользоваться, либо похожим. Опять же, вашими словами говорить, кокетничать с вашим мужчиной, либо расспрашивать, что нравится вашему мужчине, как он там относится. Да, вот как лучше его узнать хочет. И когда вы, например, задаете ей вопросы, она всегда отшучивается. Да? Но замыслы у нее плохие. Подруги подругами, родственницы родственницами, но лучше на вытянутой руке это все держать и контролировать. Это тоже очень важно. Тут такая женщина, с нее останется, может прикинуться и больной, и там, травму получила, чтобы там мужчина ее и отвел, и проводил, и отвез, да, вот лишь бы с ним наедине остаться. Будьте поаккуратнее, будьте бдительны. Да, он вас любит. Загаданный вами мужчина очень вас любит и влюбляется с каждым днем все сильнее и сильнее. Да, ни о ком, кроме вас, думать не может. Но есть такие коварные женщины, которые могут даже сильную любовь разбить. Да, вот скорее об этом речь идет. А вы видите, вся в делах, уставшая в последнее время. Эта женщина прям под ногами крутится. И еще, девочки, не ревнуйте мужчину, на которого загадали. Вот смотрите, он перед вами вот прям чистенький, вот чистый лист. Там никого нету и никем не пахнет. А вы для него вот как одна единственная. Никакие другие женщины его не впечатляют. Вот где там на работе, в бизнесе, по делам, когда он не рядом с вами, вот не ревнуйте. Вам он честен, верен и никогда на предательство не пойдет. Не той породы он мужчина, да, не той крови. Вот этого точно не будет. Но опять же, бывают спровоцированные ситуации. Да, я вот намекаю на вашу эту знакомую. Вот там может быть. Но опять же, мужчина здесь будет ни при чем. Может сказать, что эта женщина может на него сама прыгнуть. Да, вот об этом говорят. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.